24 июня в Москве в театре имени Евгения Вахтангова состоялась 30-я церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска». В номинации «Лучшая мужская роль» драматический театр победил Алан Албегов, сыгравший роль короля Лира в одноименном спектакле, поставленном в Северостинском театре имени Тхапсаева. О жизни, о творчестве, о триумфе и мечтах мы говорим с самим актером, одним из ярких представителей своего поколения. Здравствуйте, Алан, спасибо, что пришли к нам в студию. Но я поздравляю всех нас, конечно, с победой. И я так понимаю, что впервые мы участвовали в конкурсной программе, и таким образом «Маска» впервые приехала в Осетию. Здравствуйте, спасибо за поздравления. Я также поздравляю всех нас, весь коллектив Осетинского театра, всю Осетию. Ценно то, что это была действительно конкурсная программа, и впервые, правильно сказали, впервые Осетинский театр был номинирован на «Золотую маску» и сразу в 4 номинациях, да еще и победили в одной из номинаций, так что очень приятно. Но это тоже успех, когда в 4 номинациях, я считаю, что это тоже успех. Конечно, это своеобразная победа. Алан, насколько вот эта победа для вас, значима, понятно? Наверное, каждый актер стремится взять и получить такую награду. Это ответственно? Безусловно, ответственно, стремиться или не стремиться. Наверное, стремиться, если бы артист не стремился развиваться, с каждой ролью подниматься на очередную ступень, наверное, бы не происходило развитие самого актера и театра в целом. Поэтому это ценно. Ну вот хочется о роли поговорить. Насколько я знаю, эта роль, получается, случайно досталась, да? Ее должен был Сурен Хугаев играть. Случайно? Наверное, нет ничего случайного. Как мне кажется, мы артисты очень зависимые. Мы иногда хотим сыграть ту или иную роль, но тебе ее никогда не дадут. И, наверное, все там, наверху решается. Сурен Хугаев, безусловно, один из самых ярких артистов Осетинского театра, которые составили честь и славу нашему любимому Осетинскому театру. Но так уж получилось, и он ушел от нас, и эту роль Гиви Валиев поручил мне. Хотя я думал и всегда... Возрастная роль. Возрастная, да, по пьесе ему уже за 80, он глубокий старик, его должно быть жалко. Но Гиви Валиев убедил в том, что мы не будем играть возраст Лира, мы будем играть историю Лира. Вот как получилось, уже, наверное, судить зрителям и театральной общественности. Но вы на тот момент тоже подумали, наверное, что вам рановато ее играть, да? А вот какую философию вы вынесли из этой истории? Вообще удивительная история самого Лира, самой пьесы. Это история краха мира вообще, потому что происходит в самой пьесе: и солнечные затмения, и лунные затмения, и катастрофы, и буря происходит. Мир разрушился, произошла катастрофа, и это не только какая-то внешняя катастрофа, это внутренний мир самого Лира разрушился. Я как-то говорил, что чтобы понять эту трагедию, нужно ответить на пару вопросов. Почему Лир решил поделить королевство, и зачем он зовет дочерей и спрашивает, кто как его любит. Вот один вопрос помогает ответить на другой. Если мы нашли ответы на эти вопросы, то получается история Лира. Ведь все это для меня такая эстетическая, философская условность самого Шекспира, которая с реалистичностью пьесы не сходится, это не имеет отношения к реалистичности пьесы.
Поэтому вот если Гиви Валиев нашел в пьесе Шекспира соотношение с 90-ми годами, с историей нашей страны, то это действительно здорово, потому что Шекспир бездонный, каждый режиссер, да, каждый режиссер, каждый театр находит там свое. Вот на церемонии награждения Владимир Машков сказал, я его процитирую: «Я абсолютно убежден, вы здесь творческие люди, и ваши чувства всегда обнажены. И вы чувствуете боль каждого персонажа как свою, чувствуете боль и радость всех людей в мире». Вот мне хочется узнать, это о чем говорится? Об эмпатии? То есть актер должен быть, у него должно быть это чувство? Безусловно, однозначно. Если нет эмоций у артиста, он не сможет все это передать. Ведь что такое театр? Это взаимообмен энергиями. Да, мы отдаем и получаем от зрителя энергии. И зритель ждет всегда силы, таланта, эмоций настоящих чувств. Если они этого не получают со сцены, то спектакль, к сожалению, у нее не получается. То есть, получается, актер должен уметь сопереживать, сочувствовать. Конечно. Но если это отрицательный герой? В каждом отрицательном герое нужно искать тоже положительные, потому что все мы такие хорошие и плохие люди одновременно. В каждом положительном персонаже есть что-то отрицательное, и в каждом отрицательном персонаже есть положительное, и это нужно всегда искать. А каждый ли может это найти? Не всегда получается, но артист, хороший артист всегда ищет это. Почему? Даже когда я играл Ричарда, в котором нет вообще ни одного, ни одного положительного качества, нужно было искать. Почему? Почему он так поступает и от чего в нем вот эта вот злоба, ненависть ко всему и ко всем? Нашли. Очень сложно это найти, но я для себя пытался оправдать это, что он в детстве не получил вот этой ласки, любви, поэтому он в себе это культивировал, он хотел этой любви, добивался, да, силой, да, какими-то нехорошими методами, но он хотел этой любви, он хотел власти, он хотел признания. Но, конечно, сложно. После каждого спектакля в тебе вот это груз вот этой ненависти, злобы остается, и надо выходить из этого состояния после каждого спектакля. Вы знаете, вы предварили мой вопрос, потому что эти роли, они тяжелые, очень тяжелые. Как получается это вынести, и как потом получается это все скинуть? И получается ли? И через какое время? Каждый раз по-разному. Каждая роль оставляет отпечаток в душе, но... А получается, что так, что вот вы говорите отпечаток в душе, а остается что-то немножечко в характере? Конечно, остается. Мы же и характер берем из себя, из своего внутреннего мира, потому что наш инструмент рабочий для артиста — это наш психофизический аппарат, и это наши эмоции, наши слезы, наши руки, глаза. Но выходим как? Никогда нельзя переходить какую-то грань, нельзя забывать, что это игра. Ага. Это игра, но это великая игра, это эксперимент на себе, прежде всего, а не просто хождение на службу и просто произношение того или иного текста. А как сделать так, чтобы что-то отрицательное твоего героя не осталось в тебе? Вот у вас не бывает такого страха, что а вдруг вот эта черта, она тоже какой-то вот, ну, шлейф, что-то останется во мне? Может быть, и бывало такое, но я уже, наверное, настолько... не могу сказать. Но сегодня уровень мастерства, а раньше, возможно, это раньше был какой-то страх. Сегодня понятно, что вы мастер, вы можете легко это Спасибо большое. бросить.
Учителя, наверное, были хорошие, всегда говорили, нельзя переходить эту грань, нельзя. Когда ты смотришь игру великих артистов, как-то рассказывал этот анекдот из разряда то, что было на самом деле, Аль Пачино и кто был второй, не помню, они встретились на съемочной площадке, и один из них очень долго готовился, там жил под мостом в каких-то таких лохмотьях, и другой его спрашивает, а почему? Он говорит, я вот этому готовился. Другой ему говорит, а вы играть не пробовали? Так что вот здесь такая грань, да, подготовка нужна, да, погружение нужно, но выйди со сцены, ты должен это все сбросить. Да, остается какой-то отпечаток, но это вот, нельзя забывать, что это сцена, а это реальная жизнь. Вот вы учите своих учеников, я знаю, они мне рассказывали, что, и вы сейчас об этом сказали, что любой персонаж нужно оправдать. Вам это в жизни помогает, вот этот прием, оправдывать людей, которые поступают, ну, не так, как вам нравится, которые, возможно, осознанно или неосознанно причинили вам какое-то вот, ну, неприятное ощущение? Интересный вопрос. Конечно, помогает, безусловно, помогает. В жизни вы их оправдываете? У осетин есть такая хорошая поговорка «чисыкану и яхисанкану». И добро возвращается к человеку, и все, что плохое человек сделал, тоже к нему возвращается. Поэтому я с возрастом все снисходительнее к этому отношусь философски. Ну, совершил человек такой поступок, совершил. Дайте возможность исправить этот момент. Держите обиду на него? Боль бывает, но обижаться нет, наверное, не обижаюсь. Меняю мнение, скорее всего, свое о том или ином человеке. Возможно, поэтому о вас отзываются совершенно все положительно. Потому что, когда я готовилась к интервью, и многие коллеги, друзья меня спрашивают, кто твой следующий герой? Я говорю, Алан Албеков. И звучит одинаковая фраза. Это мой любимый учитель, это мой любимый актер, это мой любимый друг, это мой любимый просто человек, знакомый. Я, наверное, в моей жизни, не знаю, может быть, впервые даже такая практика, только положительная и только позитивная. Поэтому я не зря задала этот вопрос, как в жизни, вот как вы с людьми общаетесь, что помогает вам, что вы делаете для того, чтобы о вас так говорили? Я так не считаю, что все только положительное. Есть наверняка люди, которые меня не воспринимают, и я кого-то обижал, безусловно, потому что без этого, ну, жизнь так устроена. Мы вспыльчивы, мы эмоциональны. Порой со студентами я бываю очень строг, порой даже жесток. Кто-то воспринимает это, кто-то не воспринимает. Я могу орать на них, но в какой-то момент они начинают понимать, что я могу орать на тех, кого я люблю, за кого я переживаю на сцене, среди студентов, потому что есть такая замечательная фраза «бойтесь моего равнодушия». Я не буду кричать и добиваться человека, у которого нет, ну, бесполезно, да, может, нет таланта. Конечно. Может быть, даже есть талант, но он не понимает, насколько это важно развивать в себе. Или понимает, но не хочет развиваться. А бывают такие студенты, наверняка, когда они приходят на первом курсе к вам, вы смотрите и понимаете, талантливый. Дальше следите за его судьбой, но он ленив. Что бывает с талантом? У меня даже были такие истории, когда я с курса отчислил самого талантливого студента, самого талантливого, с которым меньше всего нужно было работать. Вот ему поставь задачу, он его выполнит. Удивительный, конечно, был. Я сейчас не назову его все знают. Он стал действительно очень известным в республике. Не артистом, но творческим человеком.
который нашел свой путь, но я не мог тогда ему это простить, потому что театр — это дело коллективное. Он понимал свое превосходство над другими студентами, свой талант понимал, и он не хотел участвовать в общих показах, в перестановках, помогать курсу. И пришлось расстаться, хотя мы с ним потом остались в очень добрых отношениях и дружим, продолжаем общаться, но на курсе он больше не учился. Удивительно. То есть какими качествами должен обладать абитуриент, помимо таланта, что вы в нем самое главное можете разглядеть и хотите разглядеть? А таланта, может быть, там и не видно, да, если он приходит. Вот он приходит к вам, таланта еще нет. Что вы видите? Когда Станиславский и Немирович Данченко организовывали Московский художественный театр общедоступный, тогда у них было такое условие. Мы принимаем тех, которые, безусловно, любят театр, хотят. Пусть даже у них будет меньше таланта, но они готовы служить в театре безоговорочно. И это очень важно. Любить и служить. Тогда и будет развитие. А если у человека есть только талант и нету этой любви к театру, нету желания помогать друг другу, нету желания быть в коллективе, а говорить вот только я и больше никто. Так в театре, к сожалению, не бывает, или к счастью, потому что театр, наверное, единственный тот островок коллективизма, где все зависит от всех, начиная от режиссера и заканчивая монтировщиком, наверное, или билетером. Это очень важно. Как можно разглядеть в человеке, который пришел после школы, что он готов работать в театре, готов в этой команде быть и даже не первым лицом, да, первой роли? Все-таки амбиции-то есть. Почему люди идут в такие вот направления, да, там, быть актером, певцом, режиссером? Это амбиции в первую очередь. А когда есть амбиции, то, наверное, ты на что-то и не хочешь соглашаться, да, на такое, где нужно что-то принести, там, забить гвоздь. Ну, вместе с амбициями еще должна быть любовь. Любовь и желание быть в коллективе, желание помогать друг другу. Ведь огромное количество артистов, и кому-то все равно суждено играть большие роли, а кто-то навсегда остается на вторых планах или в массовке, и они не менее ценны. Они также любят театр, они также любят этот коллектив. А вот правильно, если актер не хочет только играть главные роли? Такое же бывает тоже. Конечно, бывает. И все мы хотим играть главные роли, наверное. Но вот парадокс артиста в этом и заключается, что это самая зависимая профессия в мире. Мы хотим играть эту роль, но тебе ее никогда не дадут. Это храм искусства, но это храм еще таких разрушенных надежд, иллюзий каких-то. И в этом плане очень сложно, очень сложно. С этим своим внутренним миром, гордыней какой-то нужно справляться. Вы в свое время ставили спектакли, и дипломные работы были, Тартюф, на сцене театра тоже были и тот же Тартюф, «Укрощение строптивой». То есть режиссерская работа тоже есть, да, в вашей жизни. Сейчас ее меньше. Сейчас ее меньше, да. В театре я не ставлю, я себя не считаю режиссером и никогда не считал. Всегда говорил и буду говорить, мои постановки — это прежде всего такие актерские постановки. Сейчас идет работа со студентами. Мы сейчас выпустили преддипломный спектакль по пьесе Гоголя «Женитьба». На следующий год нас ждет уже дипломная работа. Пока не буду говорить, что. Но режиссура — это свой особый мир, не похожий ни на кого. Если актеров много хороших, то режиссеров меньше, таких настоящих, которые создают свой неповторимый мир, не похожий ни на кого. А вы знаете, что мне кажется? Мне кажется, когда актер становится режиссером,
то, возможно, он может лучше донести до актера, как это сыграть, да, как это прочувствовать. И наоборот, вот может режиссер стать актером, то есть режиссер может сыграть роль. И правильно ли это, когда режиссер играет какую-то роль в своей постановке? То есть ему никто не может со стороны сказать, как нужно, да? Ну вот, я думаю, вы поняли меня. Ну, вообще, режиссура, она родилась из актерской профессии. Раньше не было, она очень молодая относительно профессии. И говорят, что сильные актеры ставили в зал самого слабого. Ну, посмотрите, там не перекрываем мы друг друга или что-то. И таким образом, как бы, ну, это, конечно, родилась режиссура, но сейчас это отдельная большая профессия, которая создает свой неповторимый мир. И артисту необходим режиссер. Вот поэтому я и говорю, ваши постановки очень яркие были. Но вы, по-моему, чуть меньше сейчас ставите. Я имею в виду, да, дипломные работы это одно, да. но вот почему меньше? Ну, я никогда не обращался к руководству театра, дайте мне постановку, я хочу ставить. Меня всегда вызывали и просили, Алан, вот А у самого есть... желания такое вот сильное? Нет, у меня у самого такого желания. Есть желание играть, выходить на сцену и быть артистом. Все-таки вот если режиссер играет в своем спектакле, как вам кажется, на ваш взгляд, это правильно? Есть такие примеры, допустим, Олег Меньшиков, который сам актер, ставит спектакли, и в своих же спектаклях он играет главные роли. Есть такие примеры, и они очень хорошие, достойные спектакли. Ну и в кино бывают тоже. Режиссер снимает. Да, режиссер снимает себя. Ну, обычно это бывает небольшой эпизод. Ну, есть такая практика. Но вы уходите от ответа, правильно это или неправильно? Ну, не могу сказать, правильно или неправильно, потому что иногда это может получиться, иногда это может не получиться. Вы пришли в преподавание где-то в 2001 году. Вы были уже состоявшимся актером. Нет, я бы не сказал состоявшимся актером. Я пришел... Известным актером. Это было желание какое? Делиться своим опытом, своими знаниями? Или просто попробовать себя в каком-то новом амплуа? Это тоже было совершенно случайно. Я после репетиции в театре, это был сентябрь месяц, я пришел к себе на факультет, заглянул в аудиторию, и там один из моих педагогов, Любовь Геннадьевна Дворникова, она как раз тогда набрала курс, занималась с первокурсниками, и она так обрадовалась, вышла ко мне, завела в аудиторию, представила меня, и после занятия она повела меня в деканат и сказала, вот я хочу, чтобы Алан был ассистентом у меня. Вот с ее легкой руки, наверное, все это и началось. Потом доверили мне курс, мой первый. Но Все яркие, все, по-моему, насколько я знаю, они нашли свое место в Они нашли театральном свое место. мире. Я очень рад за них, горжусь ими. Приятно гордиться талантливыми учениками. Там не только моя заслуга, это заслуга их самих тоже, потому что они хотят, они любят. Очень много трудностей в этой профессии, очень. И они сталкиваются с этими трудностями, но они не предают профессию. Мне это ценно и важно. Актерская профессия, она сложная. Безусловно. Вот если бы пришлось заново выбрать этот путь, вы бы пошли по нему? Нет, не пошел бы. Я уже говорил в каком-то интервью, не пошел бы, потому что я не жалею ни о чем, абсолютно не жалею. Я счастлив, что я выбрал эту профессию, что я в театре, что я служу этому театральному искусству. Но Вы я получаете эмоции? Конечно, но я бы не выбрал этот путь. Это удивительно. Слишком сложно, слишком много сил, духовных, эмоциональных, физических сил нужно
отдавать. Очень мало времени остается на личную жизнь, очень мало времени остается на семью, на родственников, потому что они же до сих пор не понимают, как это у нас нет выходных, там у нормальных людей там выходные, суббота, воскресенье, мы в это время работаем, когда ты на какие-то фамильные мероприятия не попадаешь. А в Осетии это очень важно, наверное. И многие этого не понимают. А сейчас вот, если раньше мне важен был только театр, и кроме театра ничего, то сейчас понимаешь с возрастом, что не только театр важен, нужна и сама жизнь. Семья. Семья, это, конечно, безусловно, но слишком много сил, энергии забирает театр, да. Я не зря задала этот вопрос, потому что чаще всего, когда актеров спрашивают и задают этот вопрос, они говорят: да, конечно, я получаю эмоции, я бы повторил этот путь. Тем более у вас и награда недавняя ваша, это эмоции, вы понимаете, что вы состоялись в профессии. Но когда спрашивают их, вот вы бы повторили, да, повторили, а желали ли бы вашим детям такую судьбу? Они отвечают: нет. Но вы ответили по-другому. Вы сказали нет. А тогда что, если бы это не театр был? Я однозначно знаю, что я был бы военным. Это многие удивляются этому, зная мою мягкость, там, но они не знают мою силу внутреннюю, мою жесткость, порой Мягкая жестокость, дисциплинированность. Мне это очень нравится. Я бы был военным, наверное. Я, когда вот веду какие-то концерты, программы, мне это все не очень близко по душе, хотя я это делаю с полной отдачей, конечно, но когда я веду парад Победы, для меня это вот бывает совершенно невероятные эмоции. Я готов в 6 часов утра быть на репетиции парада, восхищаться и строевой подготовкой, и военной мощью. Ну, одним словом, это мне близко. Так, может быть, поэтому и Ричард III здесь получился. Но театр очень близок к военной специальности. Это тоже служба. Это служба, это дисциплина, это ненормированный рабочий день. И в любой момент тебя могут вызвать. Ты должен быть готов. Просто так ты, если даже у тебя в расписании ничего нет, ни спектакля, ни репетиции, ты не сможешь уехать из республики или куда-то в район. Ты должен предупредить, и ты должен быть в доступности, потому что все что угодно может случиться, срочный ввод или замена спектакля. Тем не менее, что для вас сегодня театр? Это моя любовь, это мои страдания, это праздник, конечно, безусловно, праздник, это боль. Не могу сказать, что это жизнь, нет, это не моя жизнь, потому что жизнь — это жизнь, а театр — это служба, это служба. Я благодарю вас за то, что вы у нас есть. Спасибо вам за интервью. Спасибо, Ирина. Спасибо.